Девочки, ассаламу алейкум. Всем доброго времени суток. Сегодня у нас с вами такой будет обзор. Пришла очередная посылочка с текстиля Василек Иванова. Конечно, после ролика будет интересная история, ответы на некоторые ваши вопросы, которые вы задавали. В общем, вы все посмотрите. Ролик у нас будет полностью про какие-то обычаи, про свадьбу, которая скоро будет. В общем, вы все сможете послушать. Сначала мы сделаем распаковочку, а потом с вами немножко поговорим. Софичка, сегодня покажи, встань, пожалуйста, поздоровайся, пожалуйста, со зрителями. Ты же должна поздороваться. Всем привет. Всем привет, да? Как говорю, всем привет, людички, как Всем поживаете? привет. Как поживаете, людички? Людички, меня знаете, а я вас знаю. Попишите, скажите, как вас зовут. Тебе интересно, как зовут людичек, да? Ну их же разные, там есть и Марина, Таня, Света, Наташа. Таня, наша здесь там лежит. Нет, других же много. Потом Лейла, Сацита, Луиза, Эльвира. Еще разные имена есть. Я знаю, какая Нина. Она где живет? Где не только живет. Ну подойди поближе. Смотрите, девочки, это первое платье, которое нам прислал Василек. Вот такой сарафанчик на Софишке. Это нам прислал Василек. Тоже такое хорошее качество. Мы начали обзор с этого платьичка. Кис, это куда, море или снег? На море, когда поедем, ты оденешь, хорошо? А когда мы поедем? Ну, надо, чтобы людички построили, строители нам дом, чтобы они хотя бы до крыши дошли, а потом мы недельку А отдохнем. где они возьмут крышу? Где? Купим. Тут возьмем? Нет, в магазине купим. А пока нашу нету крыши. Есть же, конечно. Они ответные. Угу. Софишка, давай сейчас ты немножко помолчишь, а я с людям покажу, что нам еще прислали, а потом ты будешь говорить. Пока помолчи, не мешай мне, ладно? Так, девочки, ну начнем обзор. Сейчас я пока на стол положила вещи, а сейчас я вам начну показывать, да, камеру. Как бы ты ни настраивал камеру, все равно это самое, что-то не то бывает. Дальше, девочки, ну начнем с детских вещей, да. Ну вот пришла нам вот такая вот пижамка. Софичка, становись на диванчик. Не, я хочу посмотреть. Это не пижамка, это костюмчик вот такой пришел. Я перепутала немножко. Кис, Вот это такой куда? вот костюмчик. Но это костюмчик пришел не Софишке, а для моей племяннички. Вот, это маленький костюмчик, это я заказала для нее. Мне он понравился такой. А как зовут девочку? Мышонок называется костюмчик. Я заказала для нее. Кис, это ты мне заказала? Поэтому, девочки, то есть этот костюмчик для племяннички. Очень хороший такой, прям вообще супер. Кис, а как зовут твою племянницу? Мою племянницу? Ага. Софишка. Я? Ты что, моя племянница? Да? Ты моя мама. Я же твоя мама, а ты же моя дочка. Так, Да. все, я попросила помолчать, а потом будем с тобой работать. Хорошо? Киса, а кому-то это пижамка? Девочки, в этот раз посылка просто супер. Просто супер. Все такие вещи хорошие. Ну, вообще класс, да? Давай сейчас стульчик поставлю, и ты что будешь одевать, чтобы не на диван, мы будем показывать людичкам. Давай? Вот такие вот свитерки. Это... Но мы с сентября пойдем в садик, пока каникулы мы отдыхаем. Просто почему я пока туда-сюда, сейчас пока на море приедем, отрывать ее уже как бы... Что надо говорить? Что? Когда так чи говорит, что нужно говорить? Альхамдулилла, молодец. Сейчас мы примеряем свитерок. И потом уже с сентября мы пойдем в садик уже с открытой душой, да? Угу. Бисмилlah рахмани рахим. Сейчас я сама одеваю. Только не надо баловаться, хорошо?
Это 116 роз, девочки, на 6 лет. Все, И смотри. тут еще и бабочка. Угу. Где у меня бабочка Хилка? Носик говорит, не можно. Чешется носик. Вот такой свитерок. Красивый, да? Скажи, спасибо тебе, Василек, большое. А как другой Василек? Ну, сейчас скажи спасибо большое, Василек, скажи. Спасибо, Василек, большое. Красивенький, да? И вот здесь вот такие вот, как вот, не манжеты, как вот прям выбитые цветочки, бабочка. Ну, такой свитерок, да, вообще А у классный. нас еще есть сердечко. Да, у нас еще и Кис, а сердечко. почему звездочку такой нету? Мы сейчас покажем, уже будет другой рисунок. Вот такая красота. Далее. Вот такое сердечко, Софишка. Ты хотела сердечко? Вот и сердечко. Сейчас померяем. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ку-ку. Не бойся, ладно? Я боюсь. Не боишься, да? Ну, это хорошо. Такая кофточка. Надо будет тебе резиночку, да, одеть? Кис, а когда мы будем в бассейне купаться? Ну, мы сейчас покажем людечкам, мы пойдем купаться. Хорошо? Угу. Ну, все. Все в порядке. Кис, надо еще бассейн купить. Большой, что-то тоже купалась в бассейне. Ты. В большом же надо купить. Ну, конечно. Покажи людечкам. Покажи. Вот такая кофточка с сердечком. Красиво. Девочки, здесь написано вот на 6 лет. Вот Софишке 5 лет, но заказываю я ее все время на 6 лет, так как она... Ногти окрасить. Понятно? Ногти. Но заказываю я ее все время на 6 лет, потому что она крупненькая девочка. Девочки, ну вот и к таким свитеркам я заказала вот такие брючки. Это не костюм, но можно подобрать как костюм. Ну вот смотрите, вот этот заказала на 5 лет. Вот видите, на 5 лет. И я вижу, что они на нее, ну как, они будут на ней как вот как в обтяжку, они будут смотреться, да, как лосины. Ну, никак, что они прям на нее маловатые. Поэтому, чтобы знали, у кого детки дома, ну кому-то подарю, ну на нее они маловатые. Ну зачем, зря их как бы. Глаз Они- тешится. Глаз чешется. Они подарю племяннице. Это на 5 лет. Свитерок, если на 6 лет, да, то штанишки то ли не было, не знаю, что я заказала на 5. Ну вот нам маловатые. Возврат, конечно, мы сделать не можем, ну, кому-то подарим. Вот тоже вот. А подходит очень хорошо. Прям цвета совпадают вообще классно. Да? Кис, а почему они мне платье плавят? Такое красивое, блесками. Они же отправили. Нет, Девочки, блесками. еще вот такие тоже. Точно такие же штаны, штанишки, только красные. Вот голубые и красные. У них как бы одинаковые цвета. И эти на 5 лет 110 рост. Вот. Но на нее они будут маловатые. Я это вижу. Ну, хотя, в принципе, можно померить сейчас. Сейчас посмотрим. Хотя, девочки, нет. И не маленькие. Ну-ка, покрутись. Покрутись, покажи. Не упадешь, я тебя держу. Нет, тут стой на стуле, там не видно будет тебя, если ты вот так встань. То есть и не маленькие, они даже как бы, как лосины даже носятся, да? Правда? Можно даже оставить А так. вот И что? красиво написано, видишь? Что тут написано? Ну, что-то по-английски. Супер, что-то супер-пупер. Они говорят, что Софишка супер. Все люди как люди, суперзвезда. Знаешь, была же песня Светланы Лобода? Все люди как люди, суперзвезда. Это мы любим, да? А зачем эту песню? Она нам не нужна. Не нужна, да? Она тебе нужна. Надо тебе такой же купить. Штаны. Не, мне же нельзя носить штаны. Я уже Надо. взрослая, уже только детки носят штаны. А я же тоже мама. Чья ты мама, интересно? Твоя. А. Ты же дочка, а я мама. Хорошо, моя золотая, хорошо. Я твоему платье один, твои. Да? Ну хорошо, все, давай. Давай ты мне сейчас пока не будешь мешать. Я людичкам кое-что... Я пока сяду одеваю. Нет, ты пока постой здесь.
чтобы людечки посмотрели, может, они тоже захотят в Васильке заказать такие вещи. У них же тоже, у людичек есть детки. Они сейчас посмотрят, скажут, давайте мы закажем такие вещички, как у Софишки. Они же скажут, хорошо? Ну вот и все. Вот и все. Говори давай. Говорю, давай. А, эти вот на 6 лет, да. Одни красные на 5 лет у нас, а вот эти вот на 6 лет. Ну, Софишки будут и на вырос. В принципе, они разница и не... Ну, вот разница. Да, ну, очень трикотаж такой хороший прям. И за что Качество тут супер. написано? Для деток написано. Вот. Дальше девчули, красотуля. Дальше пришла нам еще такая пижамка. Это у нас на сколько лет написано? Это 116, на 6 лет. Да, вот такая вот пижамка на 6 лет. Это тоже я, Софишки есть, это тоже я племянникам, другим уже заказала. Потому что у Софишки такие есть пижамки уже, да? Ну, на садик, в принципе, надо будет. Например, на садик, в принципе, нужно будет менять, так что там уже как бы, да? Киса, ты кому? А как твою племянницу зовут? А, которую ты ей пижамку заказала? Вот дальше, девочки, вот такой костюмчик красивый. Сейчас мы померяем, Софишка оденет. Вау, красиво. Ой, какой красивый, да? Сейчас Это покажем. как у меня. Ну вот костюмчик, становись ровно. Такая красивая, мягкая. Тут и свои камушки или желтые. А удобная, Софишка? Да. Ну-ка, покружись, пожалуйста. Такие бриджи и кофточка красивая. Ну просто супер класс, да? Все, стой уже, тут еще как игла кружится. Красиво, да? Скажи спасибо большое, Василек. Спасибо, Василек. Кис, она уже все закончила. Нет, еще нужно показывать нам. И что ты славен? Конечно, еще вот такой костюмчик красивый. Мы сейчас тоже вам, тоже бриджи. Это на 6 лет, да, на 6 лет. Вот такой моднячий красивый костюмчик. Посмотрите, здесь надписи. И на штанишках, на бриджах по бокам надписи. Посмотрите, какая красота. Сейчас мы с Софишкой померяем и все вам покажем, да? Кисуль, М, послушай меня. супер. А можно я вот так пойду, а бабушке туда? Вот так можно пойти? Ну, сначала мы людичкам все покажем, что прислали, а потом ты пойдешь, хорошо? Вот так вот. Да, можно. Хорошо? Девочки, смотрите, ну вот такой костюмчик, ручки убери. Вот камера все равно не передает тех цветов, да? Мгм. Чуть-чуть тут. Чуть-чуть маленькая. Да, да. А так очень-очень красиво смотрится. Ой, твоя рука. Покажи. Ты ж как должна ты стать? Как ты должна стоять, Софишка? Вот так вот. Вот так вот я стою. Мгм. Красивые, да, вещи? А вот так красиво. М? Вот так красиво. Очень красиво. Здесь я водички пить хочу. Сейчас, давай попьешь, сейчас, секундочку. Девочки, ну классная вещь. Мы уже попили мне уже, дали мне уже водички попить. Ну, тебе нравится костюмчик? Мы тут уже и кушаем, а улицу мы кушаем. Да? Да. А почему вы здесь не кушаете? Потому что мама говорила, и надо тут есть. Потому что на улице тепло сейчас, и на улице кушать на свежем воздухе хорошо, правильно? Да, правильно. И если будет жалко нам. Мы Жалко. сюда зайдем. А? Мы сюда зайдем. А где мы будем есть и холодно? Так, все, дальше. Идем к следующему показу. У нас еще один остался костюмчик. Еще один, и Софишка может быть свободна. Девочки, а вот стали мерять. Это костюмчик вот с такими шортиками, да? А я сначала кофточку одела, а шортики еще не одела. Как она с этими бриджами классно смотрится, да? Да. Вот боком покажи. А, это с той стороны, да? С этой стороны покажи. Полоска тут. На одной стороне красная аж полоска,
И футболочка вообще другого А костюма. тут нет. Да. Ну как классно смотрится, как будто это костюм, да? Угу. Посмотри, как красиво. Бриджи такие. Yes. И все равно телефон показывает очень бледно. Сейчас, секунду. Вот телефон как-то все равно, когда начиная подходишь, как-то он, ну, цвет слишком светлый становится. А он такой прям бордовый цвет у него. Ну и вот такие вот шортики. Это тоже, девочки. Ну, цены я скажу вам в конце. Хорошо? Хорошее все. Недорогое. Вообще супер. Сейчас, секунду. У него прям насыщенный такой цвет, девчонки, у этого костюма. И красиво очень смотрится. Это я уберу. Нет, пока оставим. Этот палочка сегодня не то освещение мне дает. Да? Какая палочка это? Угу. Это палочка называется? Палочка для съемки, да. Все ровненько, постой. Хорошо, стой ровненько. Я вот так куда буду ходить? В садик. А другому вон бежать. Тоже в садик. Нет, бежонки я говорю. А при пижамке можно спать в садике. Спать. Чуть-чуть в обед. 1 часочек всего. Чуть-чуть поспать, отдохнуть в обед и опять играться. Хорошо? А у них кровать есть? У них очень много кроватей. Там что-то много детки? Конечно, много. Почему? Ну, туда все детки ходят. Давай еще покажем, какие носочки тебе прислали, Василек. Смотрите, вот такие носочки, кукла Лол, да, какие красивые. А почему вот такие глазки вот такие? Смотрите, девочки, это на 7-9 лет. Ну, у нас ножка прям большая, хорошая. Поэтому я для садика, вот кукла Лол, она ж любит, смотрите, вот такие носочки пришли нам. И вот такие вот беленькие, прям целая упаковка, смотрите, для садика там, под платьечко на какой-то праздник, да, вот беленькие, чисто белые. Это вот на 4-5 лет, но они как бы такие, хорошие, знаете, тянутся хорошо. Сейчас, секунду. Вот, смотрите, девочки, вот такие вот хорошие вообще, и они прям недорогие вообще. Я прям была приятно удивлена. Хорошие вообще. Все, давай, Софишка уже нас покидает. Мы детские вещи показали, да? Да. Софишка говорит, все, людички, всем пока. Всем пока. Людички. Ну, можно отдохнуть. Устала, да? Когда обзор делаешь, устаешь, правда? Все, спасибо тебе большое за то, что ты... Спасибо большое, что вы мне купили вещи. Нет, вы купили, а заказывали. Да, скажи, Василек, большое тебе спасибо. Спасибо большое, Василек. Да, такая звезда вас рекламирует, что вам еще надо, да? Он где? В магазине? Ты же звезда, да? Yes. Сабарде, скажи, ты же звезда? Да. Звезда чего? Ютуба. Она говорит, бабушка говорит, иди, бабушка говорит, иди, звезда. Она говорит, звезда, да, я звезда Ютуба, говорит. Какая бабушка? Таня. Он где живет? В магазине или в другом магазине? А позже? Далеко живут, называется Василек, город Иваново. Он где? Почте? Угу. Все, Софиш, ты сейчас у меня отнимаешь много времени. Мне нужно еще другое показывать. Ты пока можешь быть свободна, хорошо? А ты что говоришь? А я еще покажу все остальное, что прислал Василек. Покажу, хорошо? Девочки, ну а мы приступаем дальше к показу, так как пришли не только детские вещи, также я заказывала полотенца. Ну, в общем, сейчас все буду вам показывать. Так. Ну, это детское потом посаживаем. Все. Девчонки, мне вот такая скатерть пришла. Это 150 на 160. Но она не очень большая, не для моего стола. Это я заказывала для своих сестер, для одной своей сестры. Скатерть и полотенца такие же. И полотенца. Ей очень понравились эти расцветки. У нее там то ли голубые шторы, не знаю. Она попросила меня, говорит, сестра. Я как-то ей собралась сделать подарок. Она говорит, вот такой набор можешь мне подарить? Мне он очень понравился. Вот, я для нее заказала вот такой вот наборчик. Я открывать не буду. Ну, вот такой цвет, вы видите. Ну, скатерти там различные. На любой вкус и цвет, как говорится.
Вот. Вот такие вот полотенчики тоже. Я ей заказала повседневные для кухни. Там на возится, она там часто то жарит, печет, что-то схватить, там убрать, поднять за ручку. Ну, в общем, такое полотенчик тоже заказала для нее. И дальше, девчонки, вот таких полотенец. Это у нас 70 на 140 они идут. Это зеленый цвет, махровое полотенце. Я их все доставать не буду. Просто покажу вам примерно их размеры. Вот это вот 70 на 140. Потому что я даже, когда заказывала первый раз, я сомневалась. Как-то я заказала полотенце, они мне пришли, а они совсем, как сказать, ну, маленькие, да, то есть мне они не подходили. Вот такие вот огромные полотенца. Их там 5 или 6 штук. В общем, качество очень хорошее, девчонки. Мы вот сколько пользуемся, вот и ванной, и вообще, и реально говорю, нужно быть справедливыми. Реклама рекламой, а, девчонки, дальше вот такое полотенце, это тоже 70 на 140. Но оно как бы такое, голубое, даже голубое, перемешку с фиолетовым какой-то цвет такой насыщенный, красивый, прям такой цвет вообще. Вот такие вот классные полотенца. Я не буду все открывать, девчонки. Может, кому-то придется на подарок подарить. Все равно потом не получается упаковать так, как мы хотим. Вот это вот уже бирюза цвет. Тоже такой же размер, но это не тот. Если этот у нас какой цвет? Ну, тут не написано, да? А здесь вот написано. Ну, хотя, может, на пакете будет, да? Это был синий написано. А вот это бирюза. Вот. Дальше вот такое вот маленькое полотенчико. Но это я для сестры заказывала. Я помню, что для нее это все. Вот. Дальше еще вот такое вот серое. Это тоже размер такой же, как у этих полотенцев. 70 на 140. Просто оно как вот, ну как машинный цвет. Вот такой у него цвет. Я открывать все не буду. Хорошо? Вот. Дальше идем. Такое же розовое тоже. Они все 70 на 140. Просто я уже такие заказывала ранее. И они удобные. Именно для бани. Но в следующий раз я закажу поменьше нужного размера. Это цвет малина. Цвет малины. Вот такое вот полотенце. Много их пришло. Очень полотенец. Я вообще люблю все это. Вот. Дальше, девочки. Вот такой плед шикарный. 18 на 120. Сейчас откроем, посмотрим с вами. Откроем и посмотрим. И заметьте, это подходит все под вот эти цвета. Это все заказывала по тому же направлению для сестры. То есть невооруженным глазом это, возможно, заметят все. Сейчас покажу, может, просто вот как на диване смотрится, просто чтобы вы хотя бы имели представление, как это выглядит. Девочки, ну вот так это смотрится. Я просто накинула, чтобы вы увидели саму расцветку. И даже странно, да, хоть цвета другие, а вот ромбики подходят обои, ну как-то, да, вот смотрится. Вот коричневый был бы цвет такой, нежно-коричневый. Его, конечно, если заправлять, то внизу, конечно же, подтянуть, поправить все хорошо. И будет классно очень смотреться. Вот такой красивый плед. Это, девочки, 180 на 200. То есть это даже подойдет на мою кровать двухспальную. Это тоже я заказывала для сестры. Классно смотрится очень, мне нравится. Вот. Вот так красиво смотрится. Ну, для Висхана и супруга по футболке. Я всегда стараюсь им что-то заказать, чтобы не обидеть никого. Это простые футболки. И дома носят, супруг и в рейс ездит. Вот такая же точно серая. Это все 50 размеры. Они оба носят 50 размеры. Это точно такая же, но серая. Я открывать не буду. Она точно такая, тоже серая. Но я хочу сказать, что вот такого вот то, что проверено, за что я ручаюсь, и вы мне не скажете: ой, киса говорила, футболки такие ерунда оказались. Вы мне этого не скажете. Потому что вот это, все, что я сейчас показываю, стиралось 100 раз. Эти пледы, ну только другие расцветки стираются через каждый день, потому что
Если, даже если пятна, она говорит, мам, Анжела говорит, даже пятна нету, зачем? Я говорю, пыль садится. Мы их стираем через день, через два, потому что я люблю это очень сильно порядок, и поэтому стираю часто. Я говорю, у меня только работа, что доставать вещи со стиралки и закладывать и вешать их. Вот за это качество я отвечаю. Они недорогие, и они хорошие. Ничего с ними, можно сказать, не случается. Ну и что, для себя... Анжеле это я заказала в следующей посылке, она вроде бы завтра должна прийти. Там Анжелике я тоже заказывала. А для себя я заказала вот такое вот платье-рубашка. Платье-рубашка, девочки. Вот такая вот. Сейчас покажу. Девочки, но вот так вот оно смотрится, это платье. С ними есть поясок. Такое платье-рубашка. Вот. Я даже на работе в больнице смогу с брюками одевать. Когда мою, полы там убираю. Мне вот что такое одеть вообще, ну, удобно, хорошо работать. У нас халаты, ну, вот эти рабочие, какие-то такие прям как резинка, жесткие. У них бывает очень... Нагнешься, эти пуговицы растягаются. А то этот такой удобный, мягкий. С ними есть поясок, с ними есть... Вот. Но мне кажется, и так удобно. Очень красиво смотрится. И на теле очень хорошо. Ну, вообще, просто супер. И тут хотя бы килограмм 10 скинуть. И вообще, я вам уверяю, это будет совсем другой человек. И как-то мы с Анжелой на фитнес ходили и сбросили хорошо. И вообще, лет 10 моментально скинуть. Тут полный вес, он, конечно, он меня очень, как бы говорится, придает годам мне, да, добавляет. А вот буквально килограмм 10, если скинуть, но я вот это думаю, уже после моря, после всего, когда закончится вот, ну, рабочая стройка, я прям буду с детьми ходить. Вот дети ходят у меня, далеко очень занимаются тоже как бы физкультурой. И я буду вместе с ними ходить, и я точно знаю, что я скину. Буквально мне немножко за себя взяться, я это, в общем, скину. В общем, девочки, сейчас посмотрю. Ну и, девчонки, пробежим с вами по ценам. Так. Всего итога посылка, ну, плюс 93, да. Ну, это на эту сумму. В конце я все озвучу. Лосины для девочек я вам показывала. Розовые, голубые. Они по 330 рублей. Их трое. Джемпер для девочки изумрудный. То есть, ну, тут голубой как бы, да, на 6 лет. 473. Джемпер для девочки меланжевый. 473. Носки детские. Твой стиль. По 6 штук. 40 рублей одна штука. Костюм для девочки попкорн 560 рублей. Скатерть 313 рублей. Носки детские для девочки 5 штук 250 рублей. Скатерть васильковое поле 335 рублей. Набор полотенец рогожка васильковое поле 171 рубль. Пижама для девочки 350. Вот, полотенце махровое Туркменистан это 317, но я вам говорила, что у них у всех одна цена. Вот все эти полотенца 40 на 70, 317 рублей. Вот, футболка мужская Лев 449, полотенечко-то маленькое было 105, костюм для девочки Зайка с бантиком, зайчик мы показывали, на 6 лет 307 рублей, футболка мужская Лев зеленая только 449. Платье, рубашка Камелия 1039. Это как на мне. Вот платье. Вот такое. Это оно, кстати. Так, где платье? Да, полотенце. Это все по 317 рублей. Покрывало велюровое. Вот оно на диване. Покрывало велюровое. 924 рубля. И, девочки, я еще заказывала одеяло караван. Но я его уже использовала. Караван. Вот такое вот. Верблюжье одеяло. Вот, отличное было. Оно стоило 1172. В общем, вот такие вот вам цены. Поэтому ссылочка на Василек будет в описании. Ссылка на их сайт, на их инстаграм. Вы сможете зайти по сайту и выбрать там чего только нет. Выбор огромный, все доступное. Только не успеешь заказать, высылают моментально. Все приходит вовремя. Но вот особенно вот это вот одеяло, пледы, подушки. Да, вот это вообще
постельное, просто супер качество. Переходите по ссылочке, заказывайте, ну не пожалеете, но реально очень красивые и недорогие вещи. Проверено уже. Ну все, девчонки, сделали с вами обзор. И теперь отвечу на кое-какие ваши вопросы и расскажу, что свадьбе быть. Скоро у нас еще одна свадьба. Но тут мне уже хочется вам показать еще этот момент, как вот именно едем за невестой. Пока не буду говорить, чья это свадьба, но это не нашей старшей медсестры, у нее 22 числа. Все вот покажу, да, как вот именно все. Ну, у нас обычно как, или до молитвы, ну, вот обычно после молитвы в обед, все, обедничная молитва, и выезжают тогда за невестой. Вот я знаю, многим вам интересно, как это будет, что все, вот это все я вам просто покажу. Буду снимать все. На этой свадьбе этой женщины, родственники, они уже там меня ждут, они, по-моему, за границей живут, они меня только видели через YouTube, вживую они меня еще не видели, несмотря на то, что они сведено. И вот она говорит, что они не так свадьбу ждут, как ждут встречи с Киса Чечня. Киса Чечня будет на свадьбе. Для них это очень... Это простая семья, никакие, не богачи. Простая, обычная, средняя семья. Просто все как происходит. Там же будут и танцы. Вот на той свадьбе танцев не было. На этой вроде бы должны, если ничего такого не случится, никто из родней не умрет, не дай Аллах, то говорит... эта женщина, пока не буду говорить, что будет свадьба, ну, ловзер по-чеченски, то вы на все это посмотрите. Вот, все расскажу вам. Вот смотрите, невеста у нас Шали, да, поедут за невестой, заловки будут в машине сидеть, и жених тоже едет за невестой, но он, ну, во двор к ним не заходит, его нигде не видно. Он просто бывает с друзьями, там, рядом, которая едет машина, в основном всегда бывает жених. Но он просто себя не показывает. Затемненные окна бывают, там он сзади сидит. Но, конечно же, он едет с кортежем свадебным, он за всем этим наблюдает. Просто отдельно, если это дома, то отдельная комната, где он с друзьями сидит. Если это ресторан, там специальная комната есть. Комната для жениха и друзей, комната для невесты и ее подруг. Ну, в общем, для этого специально есть комнаты. Знаю, будете спрашивать по поводу платья и платка. Привезла много вещей вчера. Опять ездила за товаром. Столько привезла. И, кстати, сегодня ко мне должны прийти девочки. Отсюда от нас введено. Это... Кто-то пришел. Секунду. Это не они, дайте я посмотрю. Нет, это за газ. За газ ходили. В общем, девчонки тоже с Веденского района меня смотрят. С налоговой и... наша местная администрация. Вот. Очень понравились им платки, там безрукавки, все очень много понравилось. Так что сегодня с налоговой и с администрацией придут ко мне девчонки примерять платья. Я привезла много новинок, красивых платки, и платья, и все под цвет. Просто, я не знаю, платков, наверное, я 2000 привезла. Ну, расцветки я оставлю одни, а вот, например, каждых платков, там, например, по 200-300 штук каждой расцветки. Вот, потому что их разбирают моментально, тем более девчонки теперь местные. У меня, знаете, на днях, ну, у меня приезжают практически клиенты, но вот на днях были клиенты с города, одни только клиенты, они сразу за раз на 55 тысяч набрали вещей. Вот, и также другие приезжают, то на 10, на 15, вот так вот набирают. Но вот этот раз вчера я была на оптовом, мне позвонили, они, ну, девчонки мои знакомые с налоговой, они говорят: девчонки, сможем к тебе придем? Я говорю: сегодня никак, я сегодня занята, поэтому приходите завтра. Но вот сегодня я их жду, поэтому быстро сейчас сделаю обзорчик и пойду чем-нибудь приготовлю. Но я думаю, так они после работы придут, это где-то после 6 будет. Вот, поэтому мне, конечно же, очень приятно, что я уважаема в чеченском обществе. В этом селе меня все знают как каждый кустик, да, все меня хорошо знают, уже здесь 23 года живу. Большое уважение ко мне. Мне, конечно же, это очень приятно, потому что, конечно же, за 23 года, знаете,
как бы сказать, уже можно было бы узнать, да, что за человек, да, есть какие-то подлянки. Я вот никогда ни с кем, несмотря на то, что у меня характер вспыльчивый, да, но просто почему он вспыльчивый, я не могу воспринимать иногда, теперь-то я уже, можно сказать, привыкла, вот то, когда говорят неправду, да. И кстати, вот эта женщина, которая приезжала за вещами, позавчера она вот у меня набрала на 55 тысяч чем-то вещей. И платки, и безрукавки она брала, и обувь, и носки мужские, ну, в общем, платья, безрукавки, куртки, осенние, зимние. В общем, хорошо набрала. Она говорит: Кис, я вот тебе что-то скажу, ты только не обижайся, хорошо? Я до этого тебя не знала, я тебя вижу впервые. Я же сама живу в городе, вот в Ютубе смотрю, но вижу тебя. Ну, пожалуйста, ну, прошу тебя, ради Аллаха, ну, не реагируй ты, ну, не давай им до радости, говорит. Ну, по тебе же видно, какой везде порядок. Как, вот смотри, за что не возьмись, на работе, ты снимаешь все время, на работе, в коллективе тебя уважают. То вы отмечаете день рождения старшей медсестры, теперь ты едешь к ней на свадьбу, за отделением день рождения вы отмечали, они к тебе приходили, поздравляли. То есть на работе ты очень уважаемая. Это раз. В семье свекровь про тебя, может быть, они, говорят, не понимают, говорит, по-чеченски, говорит, но пускай попробуют, попросят, чтобы им перевели то, что говорит твоя свекровь. Говорит, какие надежные слова она дала, как она тебя оценила, как она сказала, что сколько лет со мной живет, никогда ни по улицам не болталась, не сплетничала, все время во дворе занимается своими делами. Кис, она говорит, она с тобой живет 23 года, она с тобой больше живет, чем твоя родная мать. Ну, по-любому она, ну, как бы сказать, была бы тобой недовольна, и на камеру таких слов бы о тебе хороших точно не говорила. Либо просто промолчала, воздержалась, либо не говорила. Она вот такие слова сказала. Ну, там девочки многие не понимают, может, да, вот я перевела, она это сказала, говорит, со мной она с матерью не жила столько, со мной она с 16 лет в одном дворе, никогда не слышала, что кто-то пришел, сказал, там, вот киса то говорила, киса это, а у нас тут в Чечне это очень прогрессирует, этот момент. Стоит малейшее чуть-чуть сказать, могут добавить и преподнести, это есть у нас, да, это есть. Мы как бы не безгрешные в этом. И она говорит, если бы что-то было, если бы ты когда-то просто открыла рот в чью-то сторону, сказала бы там что-то малейшее, добавили бы уже 10, 20 и сказали бы мне, слушай, назвали бы ее имя, а вот твоя невестка то сказала, твоя невестка это сказала. Ну, то есть со стороны дураку можно понять, говорит, смотри, на работе у тебя порядок, все тебя уважают, в семье, и, в общем, получилось. А это я прям хочу сначала показать, как выезжают машины, как забирают невесту, привозим домой, все, танцы, все это, так что ожидайте. В воскресенье будет веселиться и ликует весь народ. Девочки, все вопросы по поводу свадьбы, что интересует, задавайте. Я понимаю, многие пишут, Киса, мы в Чечню влюбились, нам так интересно, нам интересно все. Конечно же, я вас прекрасно понимаю, это уникальный народ, с ними действительно интересно, я вот уже сколько лет живу, и все равно и порой я открываю для себя что-то новое. Да, очень красивая бывает свадьба, нету пьянок, нету драк, нету оскорблений, все по-человечески. В общем, ну вот такие вот дела, девочки. Там еще видео агентца Нохчимота, канал Дидера, скажем. Я сейчас немножко для чеченцев по-своему скажу. Это просто насчет той свадьбы, что, как и что было. Хочу объяснить. Насчет вчерашнего видео, то есть. Сёлхана сотигьяхчи изудилче. Иза сёцбол бешол медсестраят и цуньваю сосёлан илчема и маягне и до игумш гойч. А в начале ролика комментарий, в начале комментария закрепите на язина нохчи и сагер горячун. Сагер горяч просто садик дот тохью изуд. Просто игум лело шуи, дукаю и лелош, дешнаю, ещу и гуманчтец, ещу хуряцес. Вот, дукху шуис, она в этом плане хорошо разбирается, все. Вот. И елче хансу хахар хум атма оли, о невзу делче ханшеца ханса дворцу, але воле царцо шума да цербал боцдера, ас элер гергери шич, мэр шичу эла ас.
ва ногчи иштум язычса гуд турадок дет. Ой, хашич зуд хил, хашич хамер шич хилчи, а хазюа, адикюа, курюа, а хунцола. Меришаться, типа, что дук дашь. 23 года, как бедно ашуса. Как в этой семье, что сохранились вот те законы, я рассказывала, вот то, что было раньше. По сегодняшний день, валлахи, биллахи, талахи, дух дуйбушун, инда, щенан халхасу, вистхал, стегмовать. Просто асцабах там забашеш, истаба элементарно юлахи, хайоле, чайдотал, хардаяхкал, харвахилал, дел уранер, эл дошмадацу, щенан хал, ешеве халха. Еще бечка, вистхал дамовать, дели, дюевать. Сун хунца хушта меришец и ох мекшдоти. По 23 года агил кчо лырдиналас. Например, бахас. И агил кчо лырдиналас. Хазнеяхсан очень даже. А та ла йох шуясунзе вообще. К примеру, с родной хлчи. С родной хлчи, щич мериш хлчи, к примеру, двоюродные хлчи. Ла йох шуясунзе. Сожимаяц, мне, во-первых, уже по 40 лет, 23 года, хох семья ашусо. И он меришин, и ахцамеги цахуш маяцо. Больше даже, чем все остальные духдикасон. Гилк, лук, му, ху алдес, лиел, му, лиелиес. И хума сун за ох гепер замечания, хималолиш сон, духдикашон. Мекшдой? Специально закрепите, нохчимата гязина, сдельдеш, ишти душон. Самериш ятшун, са гергар ятшун, са просто дотта юис. Просто игум шлелош заниматься дешью, соцундер и олче юечу, хор хуманш маяц, хош нах маяц, арцол шум мадац, негзуд йолчен, шеца онца дворцо. Эрмадай, просто эрмтер, хабарш, просто цан, моердо. Хасхетар цедеш дац, иштиге онцо. Суsun хазнехсан хугдина, а сешайр имели хуманш сун адит насарен. Ну аш шо хай колду со аудалио ишт хилмаца ешевай цатер дацвай. Тан со аудал маяци, мериши лаце йохяс, мериши це вообще. Магай турмадацер соль з цахуш яхчи магай турмадацер сон. Цундела. Сажем повнимательнее, хил. Дешта вначале, уже ще просто ще сидоч хилар, да, цдохком ще сидоч хилар. И главное, цик свадьбе все цхиллага, цига тоже це блогер ер, тхагергер, халхсо свадьбе яхч. И за ю блогер, ну сун систем ё, и за в Инстаграм, чё, WhatsApp, чё, це блогер шуис. Вот свой лесом цетела, если честно сказать, ва, киса. Сун сбахун я зюш, даял, Мария хилаяц, ягнаяц юа. Шиен цаул шум дацбах. Азбахун да причи, голца, милшубухун, вроде бы ты тут почти рабовой, ногчиол, ба, вы ногчиол, пока с страниц, пока я ее не открыла, дейл дёца гарсон, и среди, не все, конечно, и бюгоман шхулица гаршен ба, шен цаязи шум дацбах. Махалишеш, ладно, ишем, и теперь ца моердо беззаконный нахмабаешь, царам шелу, да азгар, абсолютно. Пускай что хочешь. Шумахалеш, и вот цатер бусул хочешь, шумахалеш, а шумель, что оби, царам хуэльчи уже воспринимается дос. Ну, аш эльчи, что обидно, хулы багдагельчи. Валлахи холк. Сом дел уранар, со ельчи даже. So, если ко мне даже пистолет приставят, астахка на последнем своем вздохе оснохчи защищать бирбу, дели, дюги бирбу, со царь юшхалчи эрдос, шо нах я цел. Нохчи дук бессон, и эрдукас. Никогда в жизни предать дирдацас. Хенсталсам цадина, можно сказать, 2 войны прошла, под конец первой и вторую застала полностью. Хаена юсо, шон сидишь, шуде задишь. Махалишь, девдош, махалиш. Ну вот на этом все. Просто я тоже хотела, какая-то отдельная тема была у меня со своими. Просто извините, кто не понимает чеченский язык. Просто я хотела на своем языке
что-то рассказать. Вот, потому что меня попросили дать на этот вопрос ответ. Просто разъяснять это, на это уйдет очень много времени. И тот, кто не знает наш менталитет, они просто этого не поймут, о чем я. Все, на этом будем с вами прощаться. Хотела рассказать немножко обычаи, но так время ушло, и уже и так долго будет закатываться этот ролик. Что я хотела сказать, девочки, по поводу ошибок, неправильно произнесла слово или сказала, я сразу в бан. Мне все равно, хоть хорошие комментаторы были, плохие. Я много раз говорила, что я с детства сюда замуж вышла, и мне сразу прям в приказном тоне было сказано, что говорить только на чеченском. С 16 лет я в этом доме, и когда даже мне было обидно, я даже плакала, я говорила, как я буду говорить, я даже не могу говорить не все. Вот учатся на ошибках, мы тебя будем поправлять. Далге что свекор дал седуется. Пусть Аллах заберет его в душу в рай. Это очень мудрый человек был, просто очень. Он переживал за то, чтобы его сына пальцем не показывали, что ни жена ни закона не знает, ни чеченский язык не знает. Вот, он просто ради этого. Вот он мне даже запрещал по-русски говорить. Вот просто в прямом смысле это запрещал. Но я не хочу сказать, что это плохо. Из-за этого я теперь знаю язык хорошо. Поэтому, если я где-то что-то неправильно сказала, можно же делать какую-то скидку. Я сколько лет, 23 года живу, я по-русски очень редко когда говорю. С сестрой и все. С сестрой и с мамой больше я по-русски ни с кем не говорю. Вообще. Мне намного проще говорить на чеченском языке. Я уже некоторые слова, может быть, где-то я неправильно могу сказать, потому что я, не то, что я забыла этот язык, нет, но, как сказать, мне этот язык ближе, роднее, я уже все время говорю на нем много лет, и поэтому иногда будут ошибки, да, они будут по-любому. Поэтому я не хочу это исправить, мы не на уроке русского языка, понимаете? И от того, что пишут же как, позор, ошибку сделал, да это не позор. Это не позор. У бабушки. Девочки, это не позор. Позор, я говорила, что позор. Просто не хочу я. Когда я начинаю это говорить, я просто обижаю других людей. Многие люди, кто живут за пределами, они порой обижаются, как будто считают, это к ним тоже относится. Поэтому я не хочу затрагивать эту тему. Но я уже не раз говорила. Вот она написала сегодня, никакого уважения нету. Вот у вас старшие дети воспитанные, а младшие, она перебивает. У нас дети, в каком бы возрасте они не были, они уважают старших. Вот так вот. Приветики. То есть у них дети уважают, а у нас нет. Правда. Сколько можем над этим смеяться? У меня просто нет слов. Никогда в жизни неправда. Никогда в жизни неправда. Самое большее, где есть уважение к своим родителям, к родне, это чеченский народ. Возьмите меня в лоб, стрельните, я буду до последнего это говорить. Вы никогда в жизни не перемените мое мнение, потому что оно на 100% я права. Это ребенок еще, ей всего 5 лет. Ей всего 5 лет. Конечно же, она будет уважать и слушаться нас. У меня старшие дети, им хватает одного моего взгляда, например. И о том, что возникает, иди, как я видела, иди помой посуду. А что я должна мыть, а что она не моет, а то все слово за слово, мат за матом. Конечно же, для нас это как будто инопланетяне прилетели. Это вообще, это даже не обсуждается. Поэтому говорить, что у вас там уважают, будете рассказывать на передачах, на всех каналах, которые идут после вечера. Жди меня, ищу тебя, мужское, женское. Я насмотрелась, как вы там уважаете. Ради Бога, ради Аллаха. Не гневите душу. Каждый божий день. На протяжении лет 20 точно. Это я уже не знаю. Уже должны были
Всех, если посчитать, всех до единого семью показать за эти года. Неужели они, что, все до единого такие, что ли, выходят? На протяжении, на всех каналах, это ж каждый ужас. Зарезали, убили, повесился, приревновал. Мать ушла, оставила детей на 6 дней, они умерли с голоду. Мать наркоманка. Это же ужас дикий. О каком уважении речь? Тетка, ты чё? Ну, я знаю, что вам не всегда наливают. Ну, сами себе хотя бы налейте. Но пургу не несите у меня на канале. За ошибки сразу в бан, без церемоний. За ошибки сразу бан. Я не учитель русского языка. У меня канал многонациональный. Здесь и ингуши пишут, и дагестанцы, и из зарубежья пишут. Пусть они допускают ошибки, лишь бы они были людьми. Я это позволяю. Ну, а кто не может терпеть, тогда только до свидули. Как бы вот так вот. Только до свидули. По-другому у меня варианта предложить вам больше нечего. Насильно заставлять смотреть я не хочу и не буду этого делать, и мне это не надо, потому что канал развивается у меня хорошо, просмотры хорошие, благодаря, извиняюсь, добрейшим людям. Вот. И она мне говорит, не давай, это женщина, которая приезжала, не давай им повода для радости. Нет, я-то все это прекрасно понимаю. Я что, не понимаю, что ли? Просто некоторые думают, ой, кис, не нервничай там все. Вот я иногда, когда вот так вот высказываюсь, да, бывает вообще бурно высказываюсь, то некоторые, вот вы нервничаете, вы это, а я не нервничаю. Вот правда. Я высказалась, и мне на душе легче. Вот у меня нет такого. Я наговорила, сказала, потому что я ничего не вру. Я говорю только то, что я видела своими глазами. И тут мне никто не может. Кто бы со мной не пошел на спор, он проспорит. Кто бы не пошел. Я настолько знаю, и часто бывала, живу здесь и бывала там, что я все это знаю, как 2 × 24. Мне вот эти басни про воспитание рассказывать не нужно. Я переспорю любого переспорю. Потому что я все видела своими глазами. Не понаслышке, а своими глазами. Вот, поэтому, ну, вот как-то так вот. Поэтому я ролик выпустила, я это все высказалась. Я и про это и забыла, да. У меня нет такого, ой, сейчас это то, я буду злиться теперь целый день. У меня нет на это времени просто. Просто я высказала свое мнение. Иногда это бывает просто эмоционально. Ну, может быть, я такой человек. Я вот раз кого-то увижу, кто-то пожалуется мне, да, я вот могу заплакать сразу. Мне жалко становится. Сейчас придет кто-нибудь, любой человек во двор, кис, у меня-то того-то нет, у меня денег нет. Дай мне, пожалуйста. А у меня, может, когда-то будут деньги, я отдам. Я скажу, не надо мне ничего отдавать. Вот надо тебе там что-то, я тебе дарю это. Ну, вот открытый человек. Я люблю людей. Люблю, я еще раз говорю, смешные компании, посмеяться, где-то побывать. Но хамство я не переношу. Вот, поэтому, ну вот так вот. Ой. Если честно, очень устала. Уже не дождусь поскорее бы строители закона. У них они сегодня не приехали, у них там похороны, кто-то умер. Я уже не дождусь, чтобы они... Ну, супруг пообещала вообще ко мне скоро должны приехать гости с севера, Уренгой. Они ко мне приезжали зимой с Газпрома. Они работают в Газпроме. Это мои хорошие друзья. Вообще люблю как родственников. Просто так что я их очень жду. Будем путешествовать по всей Чечне. Поедем вместе на море. Ну вот это мне главное, чтобы быстрее они... Там, понимаете, ну как сказать... Мы-то заказали примерно, мы сказали примерно, сколько понадобится, подсчитали мы, да, но все равно нужно знать, точно измерить крышу полностью, когда уже они закончат строить, хотя примерно сами строители же измеряли, примерно мы знаем, мы посчитали, где-то 1 миллион нам надо. Но вот если бы они закончили стены класть, мы бы точные данные передали, и пока это все подготавливает нам там, мы бы поехали... Немножко бы отдохнули семьей. Вот поэтому сегодня они тоже не приехали, потому что у них похороны. Ну, вот такие дела, девочки. А свадьбу я занесу в воскресенье. Наверное, первый будет выпуск, потом понедельник, второй. Ну, в общем,
Все вопросы, которые вас интересуют, задавайте, я с удовольствием буду отвечать. Нет ничего такого в чеченских обычаях, законах, о датах, чего я не знаю, на какой вопрос я не могу ответить. Я все это знаю, могу все рассказать вам, то есть без проблем. Поэтому пишите, задавайте вопросы, будем отвечать. По поводу вот этого наряда, что на мне цвета есть разные, расцветки разные, и платков, я же говорю, одних платков, наверное, я привезла сколько-то тысяч, ну прям упаковками. Потому что этот завоз, потому что цены очень поднимают, и там, где я постоянно скупляюсь, сказали, что в следующий раз это все будет уже намного дороже. А также закупила там теплые платья и безрукавки, все. И, в общем, вчера, я не знаю, чуть ли почти на 400 тысяч закупилась. Вот, поэтому то, что неправда, не прям завтра буду показывать, а потом уже, когда чуть похолодает. Почему? Потому что на это все цены будут только добавлять. Вот, поэтому много будет интересного товара, красивого. Вот, ну на этом все, девчонки. Всем всего хорошего. Ставьте лайки, пишите комментарии. Адекватных людей. Разницы не имеет какой ни нации. Я уважаю, ценю, вас люблю, людички, как говорит София, но не обижайтесь на меня. Я, если иногда что-то я говорю такое, то только тем, кто меня оскорбляет. Но не за горами. Не за горами. Ничего. Ну, вот так вот. На этом буду с вами всеми прощаться. Ставьте лайки, пишите комментарии. Я вас всех люблю, уважаю. За свадьбой будете наблюдать прямо во всей красе. Если есть какие вопросы, а как то будет происходить, киса, показать, может, что вы хотите, а может, это, то все вам объясню, расскажу, и что смогу, все покажу. До свидания. Всем всего доброго.